Программа «Серьезный разговор», 3 июня 2021 года, вторая часть. У нас интервью с Риязом Исхаковым. Вот давайте следующий вопрос. У нас вот какие ваши творческие планы? Не думали ли вы об эмиграции из этого государства? Если вы задумались об эмиграции, то куда бы вы предпочли уехать? Ну, понятно, что вопросы, может быть, не связаны, но ваши творческие планы и по поводу эмиграции. Да, интересно, но можно и связать. Давайте. Да. Ну, творческие планы. Ну, есть планы, которые более реальные, не такие дальние, которые сложнее реализовать. То, что точно предстоит, там должен в Казани снять летом клип один, может быть осенью. В Уфе, в районе у нас, в районе Инзера, или я еще выберу, либо в Гафурийском снять тизер как раз. Ну, вот этот пилотный вариант фантастического фильма. В ближайшее время так работаю над сценарием. Сценарий. Там есть река Зелим, очень красивая. Нет, это уже третий проект сейчас. Третий — это работа со сценарием, проект такого народного интерактивного кино. Мне сейчас интересно сделать кино, которое ближе к играм, где зритель участвует в жизни персонажей, героев, чтобы он мог выбирать зеленую таблетку принять или красную, зритель. Что будет в случае, если он зеленую, а потом он хочет посмотреть, а что же было там, если бы красную. Понимаете, в принципе, это такой вертикальный сериал. Как игра. Да, ну это не игра, конечно, настолько, что вот можно поворачиваться, смотреть. Нет, это выбор. Выбор сценария. Это, да, игра с драматургией. И в какой-то мере это станет сериалом вертикальным, не горизонтальным, когда вот последовательно идет серия за серией, а где в одной и той же ситуации, в одних и тех же интерьерах может по-разному развиваться событие. Вот, где может быть много финалов, где какие-то финалы могут быть закрытыми, и чтобы их открыть, надо найти ключ определенный в разных ветвях, в разных ситуациях всего фильма. И поэтому надо внимательно смотреть. Потому что по Роберту я знаю, что многие зрители просто невнимательно смотрели. Как привыкли смотреть сериалы как мыло. Мыло знаете, да, что такое? Почему? Да. Нет, объясните, пожалуйста. Потому что мыльные оперы, мыльные сериалы — это сериалы для домохозяек. Они не смотрели, они стояли около раковины, мыли посуду, мыли, да. И в основном в эти сериалы вкладывались эмоции какие-то, там женские вот эти драматургии. Вкладывались производители порошка, мыла, американские, которые аудиторию нащупали, что это домохозяйки. Домохозяйки слушают сериал. И поэтому там в мыльной опере, в мыльном сериале в основном можно было не смотреть, а слушать. Работать, что-то делать свое и слушать это. Вот. И с таким отношением некоторые люди смотрят визуальное искусство, визуальное кино, где надо видеть, анализировать не только то, что скажут, а еще то, что там показано в картинке. Вот. И поэтому мы хотим сделать еще больше, углубить, сделать это таким, что надо не просто смотреть, а уметь возвращаться и смотреть альтернативные версии. Вот. Задача интересная, потому что для этого надо движок свой написать и вообще создать сайт, который станет, в принципе, онлайн-кинотеатром. И как в коммерческом плане тоже это интересный проект, и в плане привлечения инвестиций под это. Я думаю, это интересно. И тут сотрудничество с компанией Уфанет, потому что там же много программистов и так далее. Чтобы сделать такой сайт, как раз было бы интересно, да? Вот я думаю. Не знаю, насколько это будет интересно Уфанету, потому что все-таки Уфанет не занимается фильмопроизводством. Они, мне кажется, уже достаточно сильно выросли, да, это понятно, обросли, и им трудно что-то новое еще заводить. Вот.
Госканалам это тоже неинтересно. Ну, я как продюсер ищу действительно, кому это интересно и нужно. Ну, вроде бы уже наметки есть определенные. Вот. Ну, это, я думаю, станет событием вообще российского масштаба. Потому что это не ноу-хау, это не как бы не наше изобретение, такие эксперименты, опыты есть уже, да? Ну, да, но они в основном в таком, в другом ключе, не в коммерческом ключе они проходят, а в просветительском или там в плане пропаганды, обучения, такие проекты есть. Да. Ясно. Вот еще такой вопрос. Вы по-английски разговариваете? Нет, я плохо знаю. Я то, что, ну, все сейчас только переводчик помогает. Вот про творческие планы примерно понятно. Вот про иммиграцию в другое государство. И я так понимаю, что вы как человек, который закончил в ГИК, это один из лучших вузов в части вот, операторского искусства и прочих моментов, да, вы бы были бы очень хорошо, бы, возможно, работали бы где-нибудь там в Голливуде, там в каких-то других государствах и так далее. Вот куда бы вы предпочли бы уехать, если бы у вас была такая возможность и желание? И вообще думали ли вы об этом? Вот такой вопрос. Или вот вы очень сильно привязаны к родине? Нет. Скажите. Привязаны, да? Никуда не хочу уезжать. Более того, я не люблю работать в Москве, хотя там проектов намного больше и как бы приглашения чаще, да, на московские проекты были вот до кризиса. Во время кризиса сейчас, да, это все схлопнулось, мало проектов. Вот. Но я соглашался на проекты, которые вот выезжают из Москвы, понимаете, в экспедицию. А в Москве работать не люблю. Вот. И даже если отдаю предпочтение уфимским проектам, если такое бывало, случалось, встает выбор, там меня приглашает Айсвак или кто-то в Уфе и в Москве. И пару раз было такое, что я дал предпочтение уфимскому проекту, нежели московскому. Хотя на московском там зарплаты в разы выше, чем уфимских. Но я люблю здесь работать, дома. И многие, не только я, а многие известные уфимские кинематографисты, башкирские, они так и говорят: я бы и за меньшие деньги работал в Уфе, в Башкортостане, дома, если бы процесс был налажен. Не один фильм раз в 5 лет там, а каждый год снимают, а это возможно. Потому что был период, когда вот Новиков был директором, там параллельно кучу фильмов снимали, а студия находилась в детском садике, ну, в здании бывшего детского садика. Снимали параллельно несколько игровых, несколько документальных и несколько анимационных фильмов. Вот, такое возможно. Загрузка, контент был бы, ну, действительно, и, ну, всему бы это, культуре, детям, языку, это всему бы помогало. Вот. Поэтому я стараюсь в Уфе, тем более родители пожилые, да, и, ну, не хочется семью оставлять, не хочется. И поэтому я старался затянуть в Уфу больше фильмпроизводства. Частично это получилось, кто-то что-то сейчас этим пользуется, да. Вот. Ну, у меня планы еще есть, каким образом развить фильмпроизводство в большей степени в Уфе. Вот пройдет пандемия, мы будем это реализовывать. Эмигрировать только если вынудят обстоятельства. Ну, естественно, если такое произойдет, и произойдет как бы безболезненно, да, без потерь там руки, ноги, головы или чего-то там, да, вот то в этом случае, конечно, свои знания это применять в этой области. Ну, хотя я могу работать кем угодно, потому что с детства я работал в театре и столером, и макетчиком, и верховым, там, и декорации таскал, реквизитором, как бы и в деревне помогал, и в сельскохозяйстве там как-то могу коз пасти или там овец, да, как бы гнушаться работы не буду. Но если есть возможность знаний применить в области кинопроизводства, почему бы нет? Вон Прага, Барандов,
студия, да, мощнейшая. Голливуд работает там, вот Барандов. Или в Венгрии Orange фильм. Почему бы нет? Тоже хоть осветителем, хоть вторым оператором, там, фокус-пулером, да кем угодно. Все профессии я эти знаю. Но потом можно, если выучить язык, сделать карьеру, как бы время еще есть немножко для этого. В Исландию, конечно, да. Это, Вы как исландец хотите в Исландию? это максимум, да, это максимум. Но исландцы, они по всему миру работают, и в Америке, и в Европе, поэтому я как исландец могу работать в любом месте. А Слушай, пока я работаю в Башкортостане. Мне это очень хорошо, что вы очень патриотично настроены и работаете именно в Башкортостане. Вот все-таки топ-3 страны, куда бы вы хотели бы эмигрировать, если бы было бы такое желание. То есть Исландия, понятно, первое место. Второе, третье. Ну, просто интересно. США, там, я не знаю. Нет, почему-то я США не хочу. Не хочу. А куда Слишком большая. Мне не нравятся такие большие страны, где это... Англия, там, я не знаю, поменьше. Англия такая чопорная, да. Она все-таки... Швеция, если вам снег нравится. Новая Зеландия, может, не знаю. Вот скажу честно, хотя Турция, конечно, там, ну, все сложно, но там есть ощущение, что ты дома. В Турции есть, да? В Стамбуле или там в Кемере, или, ну, да, есть такое чувство, что ты дома. Если ты не говоришь на русском языке, то ты вообще там свой человек. Понятно. То есть Вот. Исландия, Турция. И у меня даже было такое ощущение, что вот если бы история пошла по другому пути развития, да, ну, как бы у башкирского освободительного, или, скажем так, повстанческого движения во времена Пугачева или там, ну, не смогла бы Российская империя захватить Казань, допустим, да, не смогла бы совершить, застряла бы в северной части Сибири, да, она же вначале зашла с севера, потом спускалась на юг, да, линии там острогов, крепостей. В этом случае что могло бы быть? Я так представляю, что вот, наверное, вот Стамбул некий такой образец. Эта цивилизация, она, конечно, проникла бы и Крым, юг современной России, она бы, наверное, заняла в этой своей позиции либо там Иран или Китай. Но один из вариантов это, возможно, Османская империя, потом Турция. Вот. И, естественно, там языковые вот эти все вот вывески читаются, да, на слух, конечно, сложнее, потому что это другая языковая группа, да, не алтайская. Но вывески, все понятно, все читается, и я там себя чувствую тоже дома. Почему бы не Стамбул? Понятно, ну, в принципе, нормально. То есть, Заки Валиди же уехал в Стамбул. ну да, Исландия, Турция, ну и какое-нибудь третье государство, может быть. Что вот симпатичного? Да, я, честно говоря, не задумывался. Не задумывались, да? Но мне понравилась Норвегия. Норвегия. Ну, слишком сложно, да, там тоже люди, это как-то сложно. В Исландии ближе в этом плане, там простора больше. Норвегия это фьорды, и вот так все вот как бы очень регламентировано. А в Норвегии есть в Исландии есть некая свобода, лошади пасутся, понимаете? Более того, при том, что туристы все умиляются, ах, какие лошадки, исландцы, да, это все так, это им преподносят, но в то же время это же еда исландцев, они так же, как башкиры и татары, едят лошадей, да. Исландцы едят лошадей? Едят лошадей, еще как, чего только они не едят, у них это... Ну, китайцы могут позавидовать. Ну, например, есть блюда из тухлого мяса акулы. Или китовое. Вот я ел китовое тоже мясо. Ну, как бы есть такие... вообще у викингов вкусовые, как бы, ну, есть очень интересные экзотичные блюда. Акулу я тоже кушал, только не тухлую. Ну, понятно. Вот давайте перейдем к следующему вопросу.
Такой длинный вопрос, давайте зачитаю его, а потом вы какие-то части, может, ответите. Как вы оцениваете современное состояние башкирского общества? Являетесь ли вы либералом и как вы понимаете либерализм? Осознаете ли вы, что либерализм в России заканчивается сразу, как только появляется национальный вопрос? Дальше, вы религиозный человек? Вопрос. Если да, то какая ваша религия? Что вы делали и чувствовали в день, когда Муртазу Рахимова отправили в отставку? Ваше отношение к Муртазе Рахимову, ваше отношение к Рустему Хамитову, ваше отношение к Радио Хабирову и Ростиславу Мурзагулову, ваше отношение к Айрату Дильмухаметову, ваше отношение к Владимиру Путину, ваше отношение к Навальному и Ходорковскому, ваше отношение к федерализму, что для вас Родина, в скобках Россия или Башкортостан. Вам подходит такая формула: Башкортостан — это моя Родина, а Россия — это большая, в скобках, возможно, вынужденная Родина. Можете ли предложить какую-то свою формулу? Ну, вот, собственно, вот такой список вопросов достаточно большой. Давайте я первую часть этого вопроса. Как вы оцениваете современное состояние башкирского общества? И также являетесь ли вы либералом, и как вы понимаете либерализм? И осознаете ли вы, что либерализм в России заканчивается сразу, как только появляется национальный вопрос? Давайте вот на эту часть. Мне проще отвечать это как с конца вот этого букета вопросов всегда. Да, я либерал. Хотя в смысл этого слова особо так не вдавался, не вдаюсь до сих пор. Но, наверное, когда говорят либераст, это, скорее всего, оскорбление, да? Но когда это от кого звучит либераст, как бы вот меня это не оскорбляет, потому что я смотрю, кто это такой. Ну, честно говоря. Я прошу в камеру. Да. Ну, либерал, нормально. Человек, который любит свободу, который ценит свободу и демократию. Причем у меня, может быть, отношение к демократии немножко другое, да, нежели... Хотя, может быть, такое же и у других отношений к демократии. Но я считаю, что демократия в таком понимании, что это власть большинства, это не совсем верно. Потому что, да, голосует большинство, но, в принципе, за что голосовать определяет все-таки меньшинство, в котором находятся такие глубокие индивидуалисты. Потому что большинство не может, это как бы с научной позиции, не может быть двигателем. Потому что большинство всегда, по психологии масс, большинство всегда принимает средние решения. Вот типичный пример, это собираются нобелевские лауреаты вместе. Умнейшие люди в своей области, там, ну пусть даже в одной области, они все вместе, коллегиально, они не могут принять гениального решения. Гениальное решение принимается только в отдельности ими, понимаете? Также любой суд, как это, когда вот вместе много... Суд присяжных, любое собрание, даже специалистов, принимают всегда усредненные компромиссные решения. Вот. А в моем понимании демократия — это когда определенные законы написаны конкретным автором, понимаете, которые прошли в итоге утряску, там, проверку, отшлифовку. И у всех этих законов есть конкретные авторы, а потом большинство оно принимает либо не принимает. Вот для меня демократия. Еще там был вопрос. Да. Вот смотрите, то есть вы являетесь либералом. Как вы понимаете либерализм? Что такое либерализм? Ну, для меня это свобода. Свобода плюс знание. Даже вот этих процессов, то, что не просто демократия большинства, и вот это для нас подчинение как бы воле большинства, это демократия и либерализм, да? Потому что, в принципе, это и в Советском Союзе тоже было, но либерализмом невозможно было назвать, да, власть большинства. Вот. Плюс знание и наука, и просвещение для меня — это либерализм. Потому что это ключевая позиция, которая относится и к вопросу о религии тоже.
для меня важно, чтобы... Мне кажется, вообще идеальное общество — это же мир без границ. Ну как это? Человечество, люди сами как для себя создали стойло такое, ну, оградились заборами, границами. Когда-то человек мог идти в любую сторону, да, со своей семьей, со своим родом, племенем, пересечь всю Азию, всю Европу, от одного берега до другого. Вот у него была полная свобода, да, он боролся с природными там катаклизмами, с животными, но у него была свобода, он мог за полгода там пройти колоссальное расстояние, не было никаких границ, только своя сила, свое знание, умение, ловкость, да, то, что развивалось в итоге, что было двигателем прогресса. А сейчас все по зонам поделено, мотивируется это тем, что надо сохранить свою самобытность, суверенитет. Но это же направленность внутрь, направленность на консервативное как бы мышление, на сохранение, самосохранение. Мне кажется, самосохраниться можно только наоборот, развитием и науки, и общения, коммуникации, выйти на передовые позиции, это и есть самосохранение. В принципе, для нас есть примеры, прекрасные примеры, когда, отказавшись от бюрократии государственной, даже либеральной, даже то, что можно ставить в образец, да, там, американскую демократию с ее бюрократией государственной, да, даже ее обошел Илон Маск, добился таких результатов, которые не добивалась государственная там космонавтика, или там, как они называют? НАСА. Да, НАСА не могло таких результатов добиться, как частник свободный, где минимум бюрократических каких-то барьеров у него там, да. Ну, там есть история с грантами, которые он получает, американские. Я просто немножко изучал. Да, ну, там тоже немножко... Но принятие решений же не торчит годами в чьих-то кабинетах. Ну, понятно, да. Очень оперативно, быстро. Там даже сама методика, они методом проб и ошибок, не вычислений, которые многолетние действуют, а методом, а я еще один раз построю, а я еще, и вот здесь изменения внесу, пусть это взорвется, ладно, но ошибки я буду анализировать. Прекрасная методика. У нас разве это возможно? Нет. Согласен. Вот, извиняюсь, небольшая реплика. Да. Вот по поводу консерватизма, границ и так далее, вы сказали. Вот смотрите, какая ситуация. Если не будет границ, да, то будет единое человечество, оно смешается, там, в расовом смысле, там, да, в этническом смысле, какие-то языки исчезнут, там, да, какие-то нации, этносы исчезнут и так далее. То есть, как бы, вот, как бы сказать-то, консерватизм в какой-то степени он консервирует то, что есть, да, и не позволяет чему-то, в том числе языкам, исчезнуть. Да, как бы, да, вот такой момент. Поэтому тут как бы не совсем все однозначно, я хотел бы сказать. Ну, вот. Я могу полемизировать на эту тему. Да, пожалуйста, что вы думаете на эту тему? Есть законы природы, есть. Законы физики, есть, да. которые невозможно обмануть. Невозможно. Да. Вот законы природы, это, ну, вплоть до того, что вот мы пытаемся обмануть законы природы как вид человеческий, да? Все эти лекарства, борьба с болезнями, она приводит к нарушению естественного отбора. Как бы жестоко это ни звучало, но природный закон в данном случае как бы нарушен. Если антибиотики, там все. И в итоге нет естественного отбора, когда выживают сильнейшие и приспособленные к изменениям окружающей среды на данный момент. Понимаете, да? И в итоге человечество вырождается как род. Вообще. Не только отдельной территории или национальности. Или, скажем так, те, кто сами выживают на каком-то острове, да, там близ Индии есть это такой
изолированный остров, где живут люди, да, вот окажется, что они-то и выжили, потому что они вели образ жизни, хотя все наоборот. Туда не пускают людей, потому что боятся, что они вымрут от современных болезней. Да. У них нет к этому иммунитета. Ну, скорее всего, так да. возможно и произойдет. Вот, поэтому получается, что изоляция, она обрекает людей на вымирание. И то же самое, нарушение законов природы обрекает людей на вымирание, либо обрекает нас, людей, на, опять же, научный поиск решения этой проблемы. Ну, я с вами согласен, но есть очень много способов решения проблемы. То есть, как бы, и Homo sapiens, он, собственно, как сказать, сам производит отбор. То есть вот сейчас как бы, этот Homo sapiens развился до такой степени, что не естественный отбор происходит, да, а происходит тот отбор, который этот Homo sapiens делает. Он в том числе среди животных его делает, среди своего вида делает и так далее. Вот история со всякими вакцинами, которые кому-то вкалывают в Африке, чтобы там их девочки, когда станут женщинами, не могли, у них было меньше детей, там, да, и так далее. История со всякими другими моментами, которые есть. Вот, то есть также есть история с тем, что в принципе, если Homo sapiens полетят на другие планеты, допустим, на Марс, на Венеру и так далее, и если, допустим, на планете Марс они будут жить там какой-то, допустим, 5 миллионов лет, и на планете Венеры 5 миллионов лет, потомки этих Homo sapiens, они станут другими видами, потому что при скрещивании марсиан и с Венеры, да, это потомки людей, как бы, у них дети не родятся, потому что с точки зрения биологии Homo sapiens одного вида, там, вне зависимости, чукотская девушка или Абрамович, да, у них они одного вида. Почему? Потому что если Роман Абрамович, значит, спарится с чукотской девушкой, у них родятся дети. То есть поэтому они одного вида, ну то есть биологически считается, что они одного вида. Если, допустим, там из Африки кто-то с какой-нибудь китаяночкой, там, да, и у них тоже как бы, с какой-то вероятностью появятся дети. То есть, как бы это сказать-то, а консерватизм с этой точки зрения, он как бы и какие-то границы, да, он защищает именно вот эти национальности, этносы, языки, культуры местные и так далее. Потому что мы же понимаем, что вот, допустим, если есть ислам, где там говорится одно, там про пророков, которые придут, там еще что-то, если есть христианство, где немножко другое говорится, если есть иудаизм, где не признается там определенный пророк и так далее, то там конфликтность, она изначально заложена. И, соответственно, вот эта конфликтность, как бы сказать, там, если не будет каких-то границ, то, очевидно, какая-то конфликтность. Да? А если есть какие-то границы, то есть, вот, допустим, рамки данной цивилизации, данной культуры, данной религии. Рамки, вот эта территория с этой религией, эта территория с этой религией. То есть, вот да. Я как раз об этом. То, что если такие рамки, заборы существуют для сохранения, да, для сохранения идентичности, национальности, народа. Религии, там, да. Если мы считаем, что это хорошо, то это сыграет злую шутку в дальнейшем. Почему? Потому что так же, как расчет только на то, что лекарства нас спасут, да, а другие методы нам не нужны, то точно так же подействует и на консерватизм территорий. Этот закон природы. А чем? Именно любые изменения. Ведь эволюция не происходит в момент, когда все ровно, все нормально. Эволюция, механизмы эволюционные включаются в момент, когда условия меняются. Что-то поменяется. Ну, например, пандемия пошла по всему миру. Или, например, там, метеорит упал. Или там войны опять, перекройки границ начались, там еще что-то, какого-нибудь императора, там, петух клюнул, да, вот. И условия начали меняться. И тогда вот та территория законсервированная, она вдруг распечатывается, да, там все поменялось, условия поменялись, а они не готовы к этому. Они в итоге проигрывают, растворяются. Я же говорю о том, что законы нельзя стирать, прятать куда-то, что надо, наоборот, быть готовым и использовать их, понимаете? Надо быть, доминировать, быть
пассионарными, тогда невозможно переписать этот закон. Это закон природы. Закон эволюции, да. Да, и невозможно. Поэтому надо быть готовым к этому. Еще можно сказать другое, то что нет развития без взаимопроникновения культур. Также нет развития, получается, все равно без такого явления, оно никак не избавится от этого, от как бы смешения народов, да. Даже башкирский народ это не в чистом виде один народ. Это 40-45 разных родов, совершенно разных. Вот именно. И в этом же прелесть-то, понимаете? Да, согласен. Тем более спроецирован на эту территорию. Я понял ваш ответ. Да, это очень хороший ответ. Вот по поводу либерализма тогда вот еще немножко уточнений. Да? Осознаете ли вы, что либерализм в России заканчивается сразу, как только появляется национальный вопрос? Вот я почему этот вопрос задаю? Потому что, как бы сказать, вы сняли фильм «Сиантус», вы такой как бы человек, который очень много сделали для башкирского кино, да, и прочие такие моменты, и вы одновременно либерал. Вот наблюдая за либералами, которые, значит, в Москве обитают, где-то за границей обитают, да, то есть я как бы, давно уже заприметил, и, в принципе, это небольшой секрет, что они как бы являются либералами по некоторым позициям, то есть им не нравится путинский режим, там еще что-то, но по национальному вопросу, как появляется национальный вопрос, они сразу перестают быть либералами. То есть они такие имперцы, там какие-то такие вот товарищи и так далее, да. То есть очень большое количество вот этой вот якобы либеральной оппозиции, фактически они либералы частично. Вот у вас есть такое понимание, что либерализм в России заканчивается сразу, как только появляется национальный вопрос? Или как бы, что вы на эту тему думаете? Да, очень интересный, хороший вопрос. Тоже часто сталкиваюсь с этим, то, что вот человек симпатичный в своих взглядах, там, утверждениях, мыслях определенных, вдруг оказывается совершенно не понимает или диаметрально противоположные там какие-то у него высказывания. Даже мне кажется, наоборот. Это просто фантомные боли Российской империи той еще. Потому что они же чаще сожалеют, что произошла революция вообще. 1917 года. Да, и февральская, тем более октябрьская, даже февральская жалеет, что как это, вот тогда. Это в чистом виде имперские, такие, мечты и фантомы, может даже монархические. Вот. Немножко странно, как можно сочетать идеи империи. Хорошо, Англия, как вот Англия? Или Норвегия. Норвегия тоже монархия. Нет, я не совсем то. Идеи империи и идеи либерализма, как их можно сочетать? То есть да, для меня тоже это странно. Достаточно странно, потому что Англия это сейчас не империя. То есть, это не империя, да? То есть Норвегия тоже не империя. Это как бы национальное государство. Соответственно, и там, и там. Вот. Но они прошли этот путь, Англия все прекрасно понимает, да? Ну да. И поэтому там все относительно хорошо. И поэтому там не было иллюзии на чьей стороне, допустим, быть в отношениях там, в начале Второй мировой войны, допустим, да? А у нас же как бы это с запозданием с огромным идет, и поэтому вот эти фантомные боли, они сейчас особенно обострены. И наоборот, я могу привести примеры, когда национальное самосознание и либеральные ценности сочетаются в приемлемом для меня идеальном как бы варианте. Я уж не говорю про ту же самую Исландию, там очень любят родной язык, там очень много людей, половина населения, не буду врать, скажу, половина населения, это не привлечение, пишет книги на родном языке. Они эти книги публикуют, и в книжных магазинах лежат книги, и там же многие друг друга знают, покупают книги, читают. Понимаете, многие занимаются и ценятся именно национальной культурой, потому что все прекрасно знают английский язык и учатся на английском языке. Но
И приезжие там, чтобы найти хорошую работу, они должны исландский язык выучить. Вот. Страны Прибалтики. Почему бы их не взять в пример в данном случае? Там что, нет либерализма или нет национального роста национального самосознания, сохранения? Прекрасный там пример. Что Эстония, Латвия, Литва. Вот. Также можно по многим другим странам Западной Европы это, пройтись, по-моему, ответ очевиден. Вот ответ яркий очевиден. пример. Ну да, я вас понял. В принципе, да. Тут, все эти государства, они являются как бы не империями, а национальными государствами. В принципе, понятно. Это наша проблема. Империя это наследие и проблемы России вообще. Да, согласен. Ну, очевидно, что вы позитивно относитесь к идеям федерализма, я даже сейчас это спрашивать не буду. Вот следующий вопрос из той серии, которую я вот обозначил. Вы религиозный человек? Если да, то какая ваша религия? Давайте вот такой вопрос. Я атеист. Мое направление, если можно назвать направлением, это научный атеизм. Для меня это одна, религия, это элемент, во-первых, культуры, который на первоначальном этапе сложившиеся мировые религии и многие национальные религии, они имели позитивный эффект именно в начальном этапе, потому что они создавали некий свод правил, актуальный на тот момент, жизненно важный. Допустим, какие-то табу на что-то, да, который реально являлся угрозой для общества. А потом же это все меняется, но в религии есть это вот как раз консерватизм, сильнейший фактор, да, и все это превращается в некие каноны, условности, которые уже тормозят развитие, не столько общества. Для меня очень жалко, что это тормозит научно-технический прогресс в дальнейшем на многие века. И поэтому я к религии отношусь в большей степени негативно к современной. Начальный этап я ценю именно как культурное событие. Я вас понял. Вот что такое научный атеизм? То есть вот если кратко, атеизм – это отрицание наличия Бога. То есть количество богов равно 0, да, как бы с вашей точки зрения. То есть более глубоко, может быть, объясните, пожалуйста. Да, для меня это То есть случайный процесс большого взрыва. С чего начать? Да. Начать можно, хотя бы с развития психики, нервной системы, да. То, что есть у самых примитивных организмов, есть реакция. Реакция, вот бактерии что-то годится, да, и она это принимает. Она должна получить сигнал, годится это или не годится. Организмы усложняются, и появляется уже реакция. Не только раздражитель, а еще ответ. Вот если годится, то я поползу к этому, то, что мне годится. А если это не годится, я, наоборот, буду отползать от этого. Это сложное такое, усложняется программа. Есть действие, ответ. И в итоге растения начинают двигаться туда, куда им нужно. Да, даже растения, которые к солнцу тянутся, или к теплу, или к центру земли, корни свои направляет. Уже есть ощущение гравитации. Да? Вот эти механизмы усложняются, так же, как усложняются приборы фиксации разные научные, да? Они рецепторы, датчики, все это усложняется. Дальше становится это уже переводится в плоскость рефлексов, когда определенные действия вот эти на раздражитель, на реакцию еще накладываются программа действий, рефлексы, да, и вот организм еще больше усложняется. И это доходит до уровня, когда уже появляются условные, безусловные и условные рефлексы, вырабатывающиеся, и у человека уже появляется разум через
абстрактное мышление. Вот это очень важный период для понимания, опять же, и религии, и вообще всего современного общества, и истории развития общества. Потому что до периода, как вот раньше нас учили, вот труд сделал человека человеком. Вот он взял палку, начал что-то там делать, и он стал умным, да? Вот это все неправда. Почему? Потому что, да, это правда отчасти, но орудиями труда пользуются Обезьяны. Там, да, вороны, там еще очень много примеров, да? Вот, они пользуются, но это их не делает. И человек, там, неандертальцы, там, человек прямоходящий, да, которые до кроманьонцев там были, до человека разумного был человек прямоходящий. Но разумным он не становился. Хотя миллионы лет он уже пользовался орудиями труда, палками, камнями, костями. Там. Но произошла такая мутация, когда человек стал ценить красоту. У него появились бусы, он стал альтруистом, он начал сверлить своими грубыми руками, которые камни в основном, да, он начал сверлить в красивых перламутровых ракушках дырочки косточкам, нанизывать их на жилку и бусы вешать. Такие бусы вот находили в Шульганташе. И плюс таких морей-то рядом не было. Огромные территории преодолевали люди, опять вопрос границ. Бусы, которые нашли в Шульганташе, ракушки, они очень далеко находились. Ну, от моря, ну, от того, где, где их могли найти. Вот. И культурный взрыв произошел, когда человек начал рисовать. А это было 35 тысяч, 17 тысяч лет тому назад. Период такой огромный, казалось бы, но в историческом плане это доли очень скоротечные. У человека появилось абстрактное мышление. Это механизм принятия информации и реакции, да, то, что вот от простейших идет, вырабатывается, он усложнился еще в программном плане, потому что человек начал абстрактно мыслить. Абстрактного мышления у животных, даже у высших приматов нет. Нет. У них есть только зачатки. Вот есть такой классический пример. Обезьяна смотрит в заросли камыша, а там стоит тигр, либо не стоит. Он же полосатый, его не видно в камыше. И обезьяна достраивает его образ визуально. И если она предполагает, что он там есть, то обезьяна убегает и голодная остается, да, ну что-то ей там надо. Либо она смотрит и преодолевает свой страх, заходит, а там действительно тигр, и она тигр съест обезьяну. Съедает обезьяну. Вот это абстрактные зачатки абстрактного мышления есть у них, да. Но в остальном у них нет абстрактного мышления. Это доказано экспериментами, я могу даже рассказать, какие были эксперименты в этой области. Но у человека с момента, когда он начал рисовать, у него развилось именно абстрактное мышление. Плюс оно укрепилось, конечно же, словесными образами. Потому что всему начал давать название. И человеку не надо было, чтобы говорить о палке, брать палку, да? Говорить о камне, брать. Он это называл, потому что рисунок развил абстрактное мышление. Я извиняюсь, что перебиваю. Нет, это очень важно. Это ответит на все вот эти вопросы. С этого момента пошел научно-технический прогресс. Начали появляться религии, ремесла, науки, там, Колесов, да все. С этого момента развитие пошло просто по ускоряющейся. Да, вначале медленно, но потом быстрее. И сейчас очень быстро. И сейчас наступил такой период, когда нужно избавляться от балласта ошибок или утопических направлений.
зная, что это неправда, вот сейчас наступил период, когда надо четко говорить. Нельзя допускать такого. Ну, знаете, это же такой пласт, который для нас важен. Надо избавляться, надо его делать музейным экспонатом, но быть очень практичным. Ну, Я понял вашу мысль. да, без этого сейчас невозможно. Я вашу мысль понял. Ну, я свой комментарий хочу немножко дать. Во-первых, я верю в теорию эволюции там, и в прочие моменты и так далее. Да? Это раз. В большой взрыв и прочее. Ну, как бы, то есть все, что доказано наукой, я верю. Как бы, да, это раз. С другой стороны, я не могу назвать себя атеистом. Потому что атеист — это тот человек, который говорит, что Бога нет. С моей точки зрения, наука не доказала отсутствие Бога. Это моя точка зрения. И следующий момент — это вот то, что вы говорили, словесные образы и вот эти всякие такие моменты. Да? Вот в христианстве, по-моему, говорится так: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот как бы, да, вот такое высказывание. Вот. Я думаю, что нам сейчас как бы не стоит углубляться в этот момент, потому что у меня было интервью с Вадимом Харуном Сидоровым, где вот как раз, это он мусульманин, он русский человек, который принял ислам, он объяснял вот с точки зрения того, как Бог создает мир каждую секунду, как Он создал законы эволюции там, и прочее, прочее. То есть это понимание немножко другое. Не то, что там какой-то там в облаках сидит Бог, там что-то делает, да, немножко другое понимание. Давайте сейчас мы в это не будем углубляться. Но вопрос-то интересный. Вопрос очень интересный. Потому что если те, кто слышал откровение, сказали, что вот все вот только так и никак больше, только так, то сейчас, значит, появляются люди, которые говорят: нет, знаете, все-таки не так. Отойдем от канона, все шире, все намного сложнее. Они же опровергают пророков. По сути, вот сейчас. Ну как? Я не могу комментировать, я не знаю. То есть для меня ответа нету. То есть, как бы, соответственно, я верю в эволюцию. Хорошо, отлично. Но вот это. Но я не могу сказать. Я же не говорю. Нет, я сейчас о другом. Да-да-да. О другом. То, что в такой ситуации люди современные видят диссонанс. Что есть мир вот такой вот, объясняющий, отвечающий на все вопросы с позиции религии, да? И есть мир научный или практический, в котором мы существуем, да? И он объясняет это все вот так. И вот это даже не дуализм, а вот эта двойственность, она же близка к шизофреническому состоянию, когда человек видит, что можно же и так объяснить, и это не как бы не многообразие мнений, с которым надо считаться, а это мне показывает, что можно же обманывать, что можно себя обманывать, государство, окружающих, потому что хочу так, а хочу так. Это создает, мне кажется, вообще условия, когда человек иллюзорный мир, воспринимает как реальность и объясняет, оправдывает свои ошибки этим самым. Это недопустимо в наш скоротечный век, когда уже принимается решение, что действительно, вот если действительно все же настолько расширяется, даже не столько метеорит там или какие-то инопланетяне, нет, а вот мы сами себя готовы погубить уже завтра. Ну там потепление или какие-то атомные там эти дела, войны или какие-нибудь катаклизмы, Фукусимы, там еще что-то, Чернобыль, где-то все в глобальном масштабе произойдет, пандемия, опять же, из лаборатории что-то вырвется, мы сами себя готовы погубить уже вот через несколько секунд. Человечество на таком, это на крючке стоит глупого какого-то юноши, стоит на курке стоит палец, понимаете? В такой момент надо очень быстро действовать в научном плане. И веры, религии, в иллюзии, не в кино, которое кино говорит: я вам вру. Я как автор фильма, я говорю, это неправда, это мои фантазии. А люди, которые в мантиях, там, во всяких там нарядах, да, для убедительности, которые они надевают, антураж висит, они говорят: нет, это правда.
мое учение, правда, нет, мое учение, они же держат огромный массив человеческого мозга, знаний, талантливейших людей, держат в средневековье, не выпускают, тормозят научно-технический прогресс до сих пор. В тот момент, когда мы уже на грани находимся. Я понял вашу точку зрения. Ну, примерно так же я рассуждал раньше. Какое-то время назад, еще в школьные годы тоже так рассуждал по поводу того, что вот в какой-то момент религии стали не нужны там, и прочее, прочее. Но сейчас у меня немножко другая точка зрения на этот счет. Вот, и на самом деле в обществе я обнаружил, кроме вопросов с религиями, да, вот, в вопросах межполовых отношениях, там очень похожие моменты есть. Вот с Каких отношений? Межполовых. Ага. То есть с этими, как это называется, с понятием любовь там, потому что есть субъективная реальность, есть объективная реальность. И вот когда одно и то же называешь разными словами, то в одном случае это срабатывает, в другом случае не срабатывает в межполовых отношениях там, да, как бы. Вот и получается, что если ты его как-то назвал таким образом, то это уже чья-то субъективная реальность. Объективно это как бы может быть не так, но субъективно в чьей-то реальности это так. Вот понимаете, как тут происходит? И, в общем, это такой вопрос неоднозначный, и с религией тут примерно то же самое. Вот я так понял. Потому что есть субъективные реальности разных людей в разных мозгах. То есть внутренние установки какие-то, моменты, связанные с культурами, прочее, прочее. Для кого-то есть самовнушение. То есть люди верят, что во что-то это им помогает, какие-то молитвы и так далее. Я сам даже по себе могу судить, что какие-то молитвы, они реально помогают. С точки зрения научного атеизма такого быть не должно. С точки зрения как бы какой-то субъективной реальности религиозной, да, то есть это может придать больше уверенности, еще что-то, какой-то там какие-то такие вещи. Тема очень долгая. Да, очень долгая, да. И поэтому давайте мы сейчас ее не будем касаться. Да. Вот теперь к политике, да, вот непосредственно политические персонажи разные. Что вы делали, чувствовали в день, когда Муртазу Рахимова отправили в отставку? Ваше отношение к Муртазе Рахимову? Да, это было драматическое такое время было. Там, 2010 год. 2010 да. Там как раз собирались Курултай экстренно, там звонили кому-то там. Я, как всегда, был с камерой, я снимал эти моменты, как документалист, мне было интересно. Помню, и где-то даже записи такие были, выкладывали, как срывался голос у Азамата Галина, как там выступали спикеры разные, и какой разлад творился в разных группах башкирского общества или элиты этой Курултая. Я, правда, не попал на тот момент, когда там лежали на полу. И они там лежали на полу? ОМОН, да, в какой-то момент пришел, да. Это есть прям кадры, как они на полу лежат, ОМОН пришел? Может быть, вот нет кадров, потому что меня там в этот момент не отказалось, видимо. Я бы, конечно, если даже лежал рядом, я бы, наверное, камеру включенно оставил. Вот, наверное, были бы эти кадры. Вот. Это был период, когда интересовались и МВД, и силовики интересовались, поднимали компроматы старые, кто что там, начальство там в чем провинился, старые дела поднимали. Я не знаю, зачем это делается, наверное, разрыхляется почва, чтобы если что там. Я вообще не понимаю, почему это было спецоперацией. Потому что, мне кажется, достаточно было сказать там Путину, сказать Рахимову: все, бабай, давайте это на пенсию, мы вам там еще наградим или там отметим ваши заслуги там. А это происходило в виде какого-то шоу. У меня было тогда ощущение, что здесь есть некие третьи лица еще, интересанты какие-то другие, помимо. Потому что как-то бессмысленно было такие меры. Гиркина зачем-то сюда присылать.
он сидит тоже в зале Курултая. Я, кстати, не могу эту фотографию найти, но она была в свое время в интернете. Нет, я видел фотографии, да, тоже. Гиркин, Стрелков сидит, и потом он рассказывает, что он знает Башкирию, что он вот, если бы не он, то это значит, вот, не знаю, что творилось бы. Это была какая-то репетиция к чему-то, я не знаю, к Крыму, что ли, или тренировка на случай, если вдруг какой-то регион захочет отделиться, что ли, от Российской Федерации. Я не знаю, какие-то спектакль, ну, как это бывает же, вот, учение, да? Может быть, это такое было, но не стоило, не было таких угроз. Я читал в этот момент «Русский репортер». «Русский репортер» была статья про то, как едет, значит, журналист в «Газели», едет в село, где стоит стелла Сиянтуш, памятник, стелла погибшим. Это село в, как называется? В Аскинском районе, я забыл название тоже. Я тоже туда ездил, потому что там в этот момент вот было мероприятие такое, возложение, да. И я туда поехал на своей машине, я помню целую колонну, вереницы по бездорожью. Там все спецслужбы тоже едут, чтобы наблюдать за этим процессом. И там тогда движение было Кукбуре, да? Кукбуре с флагами, там вот это все свои акции проводят. И тоже поснимал там немножко. И там тоже подходили, интересовались, вы кто, вы, какое телевидение, как-то так, ну, видимо, ФСБшники. Я говорю, я сам по себе фрилансер, что ли? Я говорю, да. И сразу отстали от меня. Там. Ну, видимо, было такое, контроль средств массовой информации, велся, конечно же, да. И это выглядело как спецоперация. Ну, не стали бы настолько вот законопослушные чиновники того времени, да, да невозможно было просто никакого, не то что сопротивления, слова против не сказали бы, мне кажется. Ну, что там Галин сказал, это, он там что-то сказал, но, по-моему, он как пиарщик там это что-то высказал там насчет, что он там, его фраза, которая мемом стала потом, это не викинги, а... Я, честно говоря, не помню. Да, ну была такая фраза, что сюда назначат кого-то, там, как угрозу. Вот только... Ну, это сейчас каждый говорит на каждом углу вот такие слова, это, ничего в этом нет. Поэтому, ну, лично к Муртазегу Байдуловичу какое у меня отношение? Я вообще не люблю чиновников, честно говоря, не люблю любого. Будь он даже добрый дедушка или там дяденька старый, я не приемлю их методы. И, мне кажется, человек должен работать руками, мозгами, не быть непосредственно на производстве. Чиновники, сейчас это может быть вообще искусственный интеллект. Это, в принципе, вот вводим данные в компьютер, он выдает нам это, результаты статистические. Да? Вот она, демократия и либерализм. Управлять может программа, куда сколько вот распределять. Просто взять, вбить общую сумму, бюджет там Уфы, допустим, 2 миллиарда, вбиваешь в компьютер 2 миллиарда, и компьютер тебе говорит, вот там 1 миллион жителей, сколько-то на школы, сколько-то на образование, на, там, на дороги, на здравоохранение, да, и компьютер тебе все делает. Да. И там какие подрядчики, кого выбрать, там вот это все, наиболее эффективная модель, да и так далее. Все. То есть минимизировать коррупцию и так далее. Так же, как Конституция. Это, в принципе же, это система знаков определенная, да, 0 плюс 0 плюс, 1, 0. Это в итоге определенные формулы, Конституция. Да. Поступать так или так. Но, когда чиновники, депутаты, пришедшие через там фальсификации, да, везде вторгается человеческий фактор. Фактор вот этих самых накапливающих ошибки. Да. Вот. Мохнатые руки, коррупция, вранье, там, где Homo sapiens, они все время врут. Да, опять же, потому что он в мире иллюзий, ему кажется, что он прав. Нету правды в человеческих взаимоотношениях. Есть правда в математике, в физике, в науке. Вот только там есть правда. Согласен. Вот.
И поэтому то, что Муртаза Губайдулович, значит, не отдавал как будто бы власть, но это полный бред. Мне кажется, ему сказали бы, он послушно ушел бы, если бы ему лично сказали об этом. Это был какой-то спектакль. Но, а так я с ним, ну, при том, что я не люблю чиновников, например, летели в самолете один раз. У меня как раз был готов фильм «В поисках Акбузата», 4 серии, научно-популярный сделал фильм. Вот. Он был готов, и я летел в Москву. И мне друг говорит: смотри, там Муртаза Губайдулович сел в самолет. Говорит: иди подари фильм. Я говорю: ну, что-то неудобно как-то. Он говорит: давай я подарю фильм. Я говорю: ну, подожди, ну, ты подойдешь, что ты скажешь в то же время. Я говорю: ну, ладно, давай я пойду. И я зашел в бизнес-салон, да, вот передний. Там, а там как получилось, что туалет как раз там вот. А как я увидел, что, ну, где? Я как раз пошел в туалет, на обратном пути смотрю, Рахимов сидит. Вот, приходил через бизнес-салон проходить. И друг как раз и сказал: давай я пойду, да. Я второй раз пошел, напряглись эти охранники, вскочили, а Рахимов их успокоил. Я говорю: вот так-то мы сняли фильм. Везем в Москву, там, не хотите посмотреть? Он: что за фильм? Не стал отшивать, да, там. Что за фильм? Расспросил, я говорю: вот так, то-то. Общих знакомых нашли. Потому что фильм-то там в основном дайвинг, ну, подводные съемки, там, пещеры. Общих знакомых, про дайверов чуть-чуть поговорили, и он взял кино по-простому совершенно. Меня это удивило. Вот. Ну, больше я так особо-то и не пересекался с ним. А в целом отношение к его политике, то есть вот, ну, в целом. Вот, допустим, когда у меня было интервью с Русланом Габасовым, он сказал, что первый этап Муртазы Рахимова он оценивает положительно, туда-сюда, а вторую часть правления он оценивает отрицательно, когда он все проиграл там, и прочее. Вот, примерно в таком ключе. А вот что вы можете сказать? Ну, наверное, я не так силен в экономических и производственных, да, как бы вопросах. Но общее впечатление у меня примерно такое, что он попал на период, ну, такой очень бурный, так ведь, перестройка, годы ельцинского правления и приход Путина к власти. Это же период такой смены вектора, направления вообще развития всей страны и республики. И это для одного человека все-таки довольно-таки сложно. Ну, я понимаю, что в это время менялись бы руководители очень быстро, да, и можно было бы так персонализировать время. Вот в это время там Петров, в это время Сидоров, а вот пришел Путин, все поменял, сразу же поставили там Иванова, допустим, да, ну, можно было. А так он действительно в этом должен был, ну, реагировать на это, принимать решения, все. Многие вещи мне не нравятся. Ну, в то время как кадровая политика велась, мне это не нравится, потому что мне кажется, что не вырос как пласт бизнесменов. Очень мало бизнеса по сравнению, опять же, с Татарстаном, да, сколько там бизнесменов притащило свои проекты в Татарстан. У нас в этом плане в проигрыше оказалась республика. Ну, только свои, наверное. И вот в кинематографе тоже в итоге расставляли своих, и тоже это отрицательно сказалось. Хотя важно было, наверное, упор делать на профессионализм. Пусть не свой, там, ненадежный абсолютно в их представлении, но мне кажется, важно было затащить именно очень профессионального человека в руководство кинематографом. Ну,
С другой стороны, это все-таки мягкое время. Это не как сейчас. Финал, да, финал, мне кажется, во многом предрешен был московской политикой, нежели местной. Местная, она бы так и текла в том же привычном консервативном русле, заданном в самом начале, да, и ничего бы особо не менялось. Это красный директор, то есть, грубо говоря, ну, да. Бы этим все сказано. Да, производство, особо не дергаться в политике, давайте спокойно, стабильно. Вот. Брать пример с Татарстана, они часто пытались брать пример с Татарстана. Да, так бы это и продолжалось. Но то, что перед распределением там рынков, захваты вот этих всех, это обострило, конечно, обострило. Захваты производств. Компания «Башнефть» имеете в виду? Или что? Да. И, ну, видимо, есть еще другие бизнесы тоже, в которые очень много московских зашло бизнесменов. И ну, выборы, которые проходили тогда, они проходили... Башкирская содовая компания тоже можем назвать, да? Башкирская содовая компания можем назвать. Как зашли московские бизнесмены. Да, ну наверное, да. Я вот всего этого не знаю, не буду это врать. Хорошо, понятно. Вот, извиняюсь, что перебиваю. Ваше отношение к Рустему Хамитову? Ну, у нас же всегда, у всех, это, наверное, менталитет такой. Вот новый начальник приходит и кажется, о, наконец-то, давайте, вроде бы красивые, усы красивые, там, ну, интеллигентно выглядят, и сыпятся предложения. Я тоже писал свои идеи. Я прошу в камеру смотреть. Да, я тоже писал свои идеи там, по поводу фильмпроизводства, там, что можно было бы сделать для того, чтобы ну, как бы развивать это. Там, как кинокомиссию создать, как там привлекать сторонних производителей, продюсеров в Уфу. Вот. Но очень быстро наступает разочарование, и не у меня одного. Потому что ответы вроде бы такие стандартные приходят, да, мы этим будем заниматься, ваше письмо направлено там в Министерство культуры. Болтология, в общем, ответ болтология. Да, но потом в итоге в этой бюрократической трясине все инициативы, они разлагаются до метана или чего там, до каких-то это, понимаете, газов каких-то. В итоге все инициативы свелись к тому, что давайте комиссию, кинокомиссия, это у нас вот комиссия по распределению грантов. И все. И опять ни сериалов, ни в это время разрушается производство клипов для башкирского телевидения. В это время снимается мало фильмов. Фильмопроизводство все становится хуже и хуже. Я не производственник, за сельское хозяйство я ничего не могу сказать. Ну, понятно. То есть вы говорите про кинопроизводство, и, собственно, понятно. То есть при Хамитове все это примерно разрушилось. Ну, еще больше. Я скажу так, что не особо-то хорошо было и при Рахимове. Ну, был период, там, вот, когда много снимали в самом начале, а потом все пошло меньше внимания, меньше. А потом при Хамитове это чуть-чуть всплеск, и опять все меньше. Всплеск надежд, не всплеск производства, всплеск надежд. Ну да, грант получил другие режиссеры. Но невозможно держать кинопроизводство как отрасль, если человек, работающий в кинопроизводстве, снимает один фильм раз в 5 лет. Невозможно. Ясно. Ваше отношение к Радию Хабирову и Ростиславу Мурзагову? Ну, я не могу сказать, что там я его люблю или ненавижу. Я могу только сказать, что так как он давно работает в этой сфере, он прекрасно знает все правила и все как бы тайные ходы, выходы, как бы все честные и нечестные способы политические, всю подковерную пыль, всю эту методы, это он прекрасно знает. И
то, что он был востребован в команде Суркова, после того, как уехал из республики, тоже во многом характеризует его как бы качество, методы управления, за что его ценил Сурков. Я думаю, было за что. Вот. И его работа там в Красногорске, я тоже это мало знаю, что там происходило. Ну, я, по крайней мере, вот у меня там один хороший знакомый живет в Красногорске, он говорил, по крайней мере, что при Хабирове там лучше стало в части строительства, там каких-то моментов и так далее. Да, я думаю, что он спустился из Кремля, поэтому Ну, понятно. Красногорску стало легче, проще, лучше, потому что он мог, наверное, напрямую решать, да. А то, что вся команда приехала сюда, опять же, термин Галина надо вспомнить, вот этот, ну, не могу вспомнить. Можно прям позвонить. Не Витязь, а этот, варяг. Варяги, да. Да. В принципе, это он привез сюда такую кучу варягов. Ну, здорово, ладно, если они бы были специалисты. Но многие оказались, вот сейчас время же показало, что многие варяги-то, вроде даже и местные, кто отсюда избирался или кто здесь вырос, но уехал в Москву, они же в итоге оказались, ну, сыграли плохую роль в его работе. Например? Ну, Мурзагулов, ну, я думаю, что плохой шлейф сейчас у Сидякина, плохой. Ну, что бы там ни было, чтобы не говорили, чтобы там суды не выносили это постановление. Но мне кажется, Сидякин тоже это, ну, все уже уедет или там, не похоже, что он здесь это вот прямо... Я вообще слышал, и, по-моему, Потылицын это говорил в одной передаче, что Сидякина сверху говорят, что вот он должен, то есть, как, ну, из АПшечки, администрации президента Российской Федерации. Что делать? Из администрации президента Российской Федерации говорят, что вот такого-то назначить таким-то, такого-то таким-то. То есть, ну уберут его отсюда. Нет. То есть там решает, кого кем назначить. То есть вот не Хабиров это решает, грубо говоря. И это раз, это первый момент. Второй момент, как бы вот по Потылицыну тоже история такая же там есть. Вот когда я вначале вел, в начале года была история, когда по поводу, я делал обращение к Хабирову, видеообращение, и потом его реакцию смотрел. И потом, как Потылицын отвечает на какую-то бумажку, которую ему спустили с администрации президента Российской Федерации. Я из этого просто делаю вывод, что Потылицын тоже связан с властью определенным образом и так далее, и так далее. То есть, как бы, ну, это же очевидно, да? Может быть. Вот, и, ну, что ты же выкладывал, Мурзагулов, там какие-то разговоры с Потылицыным. Ну, в общем, там они все связаны с властью определенным образом. И в том числе те, которые якобы оппозиционеры. Это с моей точки зрения. Вот, в принципе, понятно. То есть, ваше отношение к Радию Хабирову, вы, в принципе, ну, и к Мурзагулову. Мне кажется, он очень много ошибок совершил, и Куштау это такой апофеоз, и, ну, после Куштау, я не знаю, ну, такие мои догадки, он мог думать, что его уберут. Вы думаете, да, по поводу Куштау? Ну, так как методы не такие, то он понимает, что до выборов он тут обязан это работать, а после выборов там действительно... Ну это же люди назначены, они понимают, что в любой момент могут убрать другого назначить. Понятно. То есть по Куштау вы думаете, что это личное решение Хабирова было? То есть что типа надо разрабатывать там, и как вы считаете? Ну, вы думаете, это личное его есть решение? такая версия, опять же, я не знаю, где правда в данном случае, но есть же версия такая, что и поставили Радия Хабирова именно для решения этого вопроса, так как Хамитов сказал нет, как эколог. Так как Хамитов посоветовался с Рахимовым, Рахимов сказал, что воля народа, нельзя против нее идти, а Хабиров сказал, вы меня не сломаете, я это, ну, есть такая версия, упорный человек, да. Понятно. Все уже решение принято. У меня, вот смотрите, у меня нету связи в администрации президента Российской Федерации, но как бы я слышал такую версию, что когда Хабирова ставили, первое, ему дали два условия. Первое, чтобы он разобрался с башкирскими националистами, раз. И второе, чтобы, значит,
БСК, как бы, ну, сырьевая проблема БСК была решена определенным образом, 2. Ну, его, соответственно, он с Торатау перекинул на Куштау, якобы, да, то есть, и там однозначно нельзя сказать. То есть, вот я сам не знаю всю подноготную, это как бы срежиссировано либо нет, если срежиссировано, то с кем, если срежиссировано кем-то, кого я подозреваю, то по согласованию с более высокими людьми или без согласования с ними и так далее. То есть тут у меня однозначно, как бы, я не знаю ответ на данный вопрос. Вот. Ну, по поводу Мурзагулова, там, может быть, вы тоже скажете, просто тоже такой интересный, любопытный персонаж. Ну, конечно, ему далеко до, он же не глава республики, да, то есть просто пиарщик, но какой-то комментарий по поводу него. Просто интересно услышать. Ну, Мурзагулов же он тоже в этой системе давно. И как бы, когда ведущие телевизионные становятся, ну, как бы, заходят в политику, это чревато каким-то... Прикольно, ну, по крайней мере, экшен да, прикольно, это такой акционизм начинается, это больше творчество, нежели политика. И у таких людей, у них же интуитивное мышление доминирует, нежели логическое. И многие поступки, видимо, ну, продиктованы по наитию. А я так чувствую, а я как художник так вижу. Вот. По наитию, либо после употребления каких-то веществ. Окей, ладно. Может быть, я не знаю, ну, тоже такая версия есть, что там многие потребляют, и это как бы московский синдром, они там все такие. Я это не знаю, но просто у людей творческих такой может быть. Я думаю, он вообще хороший киношник был бы. Ему бы вот как раз вот кино снимать, потому что кино это ценится. Иллюзии, вранье, фантазии, там вот это действительно нужно. Мне кажется, ну, то, что он... Это, конечно, дрянь. У него же клип есть, он в Белом доме. Это ерунда, да. Просто там, я не знаю, это он доминировал как руководитель, и поэтому сняли плохо. Все-таки кино это коллективное творчество, надо, чтобы позвали хорошего художника, хорошего оператора, чтобы гафер был, свет, все прочее. А когда вот так, давайте быстренько, пока начальника нет в кабинете, снимем здесь, это он как журналист поступил. А давайте воспользуемся. Но креативность у него есть, да, он мог бы фильмами заниматься, да. А то, что он занимался там футбольной командой, я думаю, это денежное место было там. Его же не могут... Я, кстати, об этом недавно говорил. Я сравнил его с Ахунзяновым. Ахунзянов был такой при Исхате Закировиче Шакирове второй секретарь обкома он обкома КПСС или как там, второй секретарь, как назывался, он отвечал конкретно за идеологию. Это такой строгий человек, который вот был страшнее Шакирова. И при этом в нем лирическое начало существовало. И он писал пьесы. И одна из пьес под псевдонимом Тагир Тагиров, это пьеса «Галия», которую поставила труппа Башкодемдрамтеатра. С успехом шло, там Федан Гафаров блистал просто, да? Вот. Я прошу в камеру смотреть лучше. Да, и это Ахунзянов, он отвечал за идеологию, а сейчас как бы вроде бы идеологии нет, а есть такие только пиар-технологии, и человек, который за это отвечает, он спрятан как шпион, как партизан на какие-то другие должности. Председатель клуба Уфа футбольного, наверное, там какие-то деньги, но он же не спортсмен, я не понимаю, как он. Думаю, наверное, только для этого. Или председатель общественной палаты, тоже для какого-то веса, да, после, Башинформ, да. Башинформ тоже киностудию там как пытались приткнуть, какие-то шарахания, какие-то движения были в самом начале. Я так понял, что спрятали идеолога, видимо, он взял на себя роль идеолога. И была какая-то договоренность с главой именно вот по этому поводу, что он креативно сейчас выведет
Башкортостан на современный уровень своим гением как бы творчества. Вот. Ну вы так думаете. Ну понятно. У меня немножко другая точка зрения, ну хорошо. Ваше отношение к Кайрату Дильмухаметову? Ну, я думаю, что не должно быть политических заключенных в стране вообще, ни одного. Это просто не цивилизованное время, ну не то, это скатывание просто в диктатуру, в такую, ну, вот. И какие бы он идеи ни нес, это все слова, это мысли, а мысли преступления, это описано очень хорошо у Оруэлла, там, как роман назывался, 1984, да? По-моему, да. Вот. Это очень прекрасно там описано. Ну как это за мысли, за слова можно сажать человека? Мне кажется, и у власти же не находятся люди, как бы, ну, столь ограниченные, да, чтобы не найти аргументацию, поспорить с этим человеком, с кем они не согласны. Но это же решается на круглых столах, при общении. Можно выдвигать контраргументы, убеждать, перетягивать на свою сторону аудиторию его, если считаете, что он как бы имеет влияние на массы, да? Вы можете также разговаривать и приводить свою аргументацию. Вот. Поэтому я считаю, что это несправедливо. Несправедливо сажать человека в тюрьму на долгий срок из-за его убеждений и мыслей. Он же не совершает поступки. Не было противоправных. Он какую-то угрозу представлял, что ли? Физическую, власти, государству. Ну, вот пророк Иса, так называемый Иисус Христос, да, он же тоже его, как бы, как сказать, там, на кресте распяли. Там был, рядом висел какой-то убийца, преступник, там еще что-то. Да, и был Иисус Христос, ну это в христианстве так рассказывается, что Иисус Христос, который никаких преступлений не совершил, но он много говорил там, соответствующих каких-то вещей. В общем, ну вот, примерно такая же аналогия возможна. Вот, ну, лично я с ним не знаком, конечно, ну, не доводилось с ним общаться. А вот эту идеологию, которую он проповедовал в 4-й Башкирской Республике, вы слышали или как? Ну, у него же идея федерализма. У него идея федерализма. Ну, в целом, да, идея федерализма, да, если так, если очень кратко, да. Мне надо, чтобы судить о человеке, все-таки, ну, больше знать о человеке. Тем более, если это вот как бы из нашего круга, из нашей среды, если бы я с ним, вот я могу там, допустим, про Баимова что-то сказать. А что про него можешь сказать? Что-то про Дамира Ахмадеевича, какой опыт с ним общения у меня был. Или, например, про Артура Дельбаева, да, это вот это тот круг соратников, которые как раз вот окружали его, да, так ведь? Сидит только он, а остальные там начальники, либо там бизнес, или еще что-то. Я вот это про СБМ, я могу сказать про людей, с кем я контактировал, так или иначе общался. Вот давайте расскажите, это, я думаю, для истории очень интересно будет. Хотя вот тут у меня в списке вопросов нету. Если не против, про Баимова, про Дельбаева. Сказать? Да, расскажите, да, если считаете нужным. Ну, давайте да, про Баимова. Ну, длинный это. Вот, ну, про Баимова. Во-первых, он в вечном бане. Забанен в Фейсбуке и во всех этих, не только у меня, многие его банят, и это стало таким трендом, удивительно, вроде бы, ну, никто не договаривался. А в чем причина? Причина в том, что человек неадекватен, абсолютно неадекватен, он лжет. И это ведь не было когда-то, это не появилось только сейчас. Это же идет из глубины, из того времени. И я считаю, что то, что в Союзе башкирской молодежи в то время состоял такой человек, это сыграло отрицательную роль.
Какие бы там ни были его заслуги и все прочее, но вот эти качества, которые сейчас со старостью обострились, они работали уже тогда. И я объясню почему. Потому что в то время его вдруг поставили, ну как я понял, так он выпросил эту должность, поставили директором киностудии «Башкортостан». Я тоже в это время работал. Мы говорим про Рената Баимова. Да, про Рената Баимова. И это было очень странное решение. Мы же знали, кто такой лидер Союза башкирской молодежи, да, политический деятель. Но зашел в кино и начал заниматься там бизнесом, государственной организацией. При полном незнании кинопроцессов, там вдруг всех этих художников-мультипликаторов там заставил таскать посуду. В корзинах больших, эту мазинскую, видимо, посуду, куда-то там отнести, принести на склад, там бизнес, отвезти это куда-то в какой-то город, понимаете? Кино надо делать, снимать, и этого ждет от него республика, а занимаются спекуляцией, там, перепродажей посуды. Ладно. Там был новенький автомобиль «Москвич». Я извиняюсь, да. я перебиваю. Значит, я хочу сказать следующее, что если вдруг кто-то подаст в суд, то вы, Риаз, готовы? То есть это... Да, я это же рассказываю. Тем более Баимов, он с удовольствием это делает. Окей. Я просто хочу сказать, что я, как человек, который беру интервью, не несу никакой ответственности за то, что говорят люди, соответственно, в интервью. Более того, все эти случаи мы отразили в протоколе, потому что коллектив киностудии «Башкортостан», это очень много мультипликаторов как раз приехало из Алматы, отучились, Малик Икшембетов, там, очень много людей. Мы провели собрание, в котором в протоколе выразили, вот все это описали, и случаи продажи самому себе новенького автомобиля, на киностудии то, что осталось старье свое, да, там, все эти случаи, которые там описаны, я даже все не могу вспомнить, да, мы все это в протоколе зафиксировали и пошли к Белому дому. Режиссеры, операторы, мультипликаторы, человек 40, наверное, там, или 30 было точно. Мы пришли к Белому дому, принесли это письмо. Сейчас бы это назвали бы несанкционированный митинг там, или еще что-то там, разгоняли бы. Хотя нет, почему? Недавно же было РТС, или как называется, движение. Вот они же тоже приходили в Белый дом, ждали, когда выйдет Беляев какой-то там смотался. Да, вот. Министр ЖКХ. Пожалуй, сейчас тоже эта методика работает, продолжается, действует. Вот. Мы тогда принесли письмо. Там, конечно, перепугались. Милиция, охрана, которая там сидит, они перепугались. Такая толпа народа пришла и что-то хотят, что-то требуют. А мы принесли письмо, понимаете, в котором было написано: просим уволить этого человека. Он приносит вред национальному кинематографу. Вот. Но, видимо, это письмо дошло, наверное. Его очень быстро уволили после этого. Уволили после этого, да? Да. Понятно. Интересно. Слушайте, следующий вопрос. Вот Артур Идельбаев, вы тоже его сказали про него. Был же период такой, когда он вообще интересный человек, потому что он индеец, там, он тоже из этого движения, да. Тогда я с ним в тот момент, как с Баимовым, настолько плотно не пересекался, как с Баимовым, потому что Баимову по роду деятельности пришлось. Вот. Про Баимова надо было много рассказывать. То, как он хвалится, что он всем деньги раздавал. Там, столько... Ладно, про Артура скажу, что персонаж интересный, тогда я с ним был мало знаком. Но он хотя бы... Он же историк, он умный человек, знает, разбирается, да? Вот. И родители у него такие, да? У него как бы есть база хорошая. по образованию. И
увлекается историей, как это называется, раздел в истории, именно батальные вот эти вот все дела. И Реконструкция. он реконструкцией не занимался, он именно вот изучал... Восстания разные? Да, вот военную часть, военную историю он очень любит. И жалко тоже было, что я не знаю всех мотивов, как он отходил от этого движения, но по сути движение же СБМ, оно же тоже распущено, разгромлено, там тоже была наверняка кульминация, я не знаю, это захват телецентра или что там было кульминацией для них. Вот. Но движение развалилось, мне кажется, бизнесом. Бизнесом, потому что Артур занялся больше бизнесом, там редакция газеты, он там несколько газет сразу вел. Одна, неделя. еще неделя, да. Вот. Он ушел в бизнес. Да, это потом уже там Башинформ, инцидент, который там произошел, оказался на острие вот этого столкновения как раз с имперскими, как это называется, шовинистами, что ли, имперскими, не знаю, с кем он там, что-то там такое произошло. Вот, дал его там расследование, сажали, это все было, и он при этом, из этого выбрался, но он выбирается опять они все вынуждены уйти из политики. Ну, понятно. Все. Вот я просто немножко помню 2010 год. Да. В общем, там, грубо говоря, был Палагин, Виктор Палагин, глава ФСБ. И был вот Эдельбаев тоже был. И там какие-то сайты были, я не помню, то ли Уфимский журнал, то ли еще что-то. То есть, грубо говоря, они якобы друг на друга писали всякие картинки. Там, то есть, по-моему, кто-то картинку, значит, Палагина в шапке Санта-Клауса что-то сделал, а там был какой-то якобы компромат в кавычках на Эдельбаева со стороны ФСБ, там еще что-то. То есть, как бы, из этого я делаю вывод, может быть, я неправильно делаю вывод, да, что как бы, это был как раз период, когда убирали Рахимова. Да, вот, соответственно, с Дильмухаметовым понятно. То есть Дильмухаметов был среди тех, кто защищал, он был на стороне пенсионеров во время монетизации льгот, он шел на штурм Белого дома, там с барабанами вышли сельские башкирские ребята, и, собственно, СБМ как раз вышел, помните, да? Это как бы, и там Эдельбаев был на стороне Рахимова и вот этих сельских ребят, это понятно. Дильмухаметов был как бы вместе, вот там тоже вся история понятна, в принципе, все очевидно, как бы. Баимов там непонятно как, в тот момент я еще не знаю. Но в принципе вот эти три персонажа, Эдельбаев, Баимов и Дильмухаметов, они три основателя СБМ. Да. Еще Лукманова можно. Тимур Лукманов, да? Его тоже можно. Не Тимур, сейчас, который общественное движение «Опора России». Да, это Тимур. Да. То есть, его тоже четверых, понятно, окей, я понял. Я просто ваше мнение хочу знать. Я свое мнение полностью не высказываю, я частично. Да, но я вижу, окей. Что ушли от политики в бизнес. Если ты не занялся бизнесом, да, то ты будешь сидеть в тюрьме. Если ты продолжишь заниматься политикой, ты будешь сидеть в тюрьме. Да. Так. Да, если ты не уйдешь из политики, то ты сядешь. Вот получилось так. То есть, может быть, они все получили такое предупреждение. Может быть, Артур это не до конца воспринимал, поэтому он больше это получил. Это как бы и посидеть пришлось под следствием, там все прочее, да? Но мне кажется, они все устно получили предупреждение. И более того, я думаю, что кто более сговорчивый, кто не сказал, что нет, все, я больше этим не буду заниматься, а сказал, да, может быть, я еще что-то буду полезнее чем-то, они получили еще преференции. Понятно. Окей, не будем конкретизировать. В принципе, понятно все. То есть, ваше отношение к Артуру Эдельбаеву просто хочется еще дослушать. Вы начали говорить? Да, но
Он прекрасно разбирается в истории, он выступает консультантом иногда. Я у него спрашиваю, вот как ты думаешь, что это вот, ну, для кино? Он это все, эти вопросы все отлично это знает и высказывает. Ну, я же вижу, как он, то он агроблогерство, то он в этот уходит, как в туризм. Он ищет себе применение. Мне жалко, что эта цензура ограничивает людей от политической деятельности. Правильно он поступает, неправильно, да. Но активизм политический, он как раз вот этими самыми моментами-то и уничтожен. Он на персоналиях там согласен я с ним или не согласен, неважно. Но как там, есть же фраза такая, что ну, я буду биться за твое мнение. За твое право говорить правду, да. Да. Ну, даже если не согласны с ним, ну зачем затыкать полностью рот таким активным людям? Ну это же задача государства. Это же задача государства все уничтожить. Всех, кто нет, вот как раз это деструктивная направленность у государства. Оно в итоге загасило людей активных. Ну, естественно, любое фашистское государство, оно так и поступает. Я же в этом ключе говорил. В принципе, понятна ваша мысль. То есть по Баимову там все однозначно все как бы понятно. По другим вопросам тоже, в принципе, ваша мысль в целом понятна. Вот ваше отношение к Владимиру Путину. Когда его назначили, когда я услышал, что преемником Ельцин, там, это же такой мутный период был, когда Ельцин не выходил навстречу, так стыдно за него было, и все подозревали, ой, что у него там в сердце, или что там из самолета не выходят навстречу, его ждут там у трапа, кто там, где, в какой стране это было, так стыдно было. Оказывается, он пьяный был, да. У меня есть подозрение, что, ну, во-первых, его могли специально, давай, это как у нас такое в республике тоже было, очень известный, талантливый режиссер театральный, когда появился, он мог составить конкуренцию устоявшемуся театральному режиссеру. Это в советское время. И вот тот устоявшийся, он просто споил этого талантливого режиссера, ну, сделал его, честно говоря, алкоголиком. После этого тот талантливый даже, ну, погиб, умер на почве алкоголизма. Вот, мне кажется, это такой легкий, простой прием был, и постоянно наливать ему, Ельцину, чтобы он быстрее спился. Вот. И когда услышал про преемника, честно говоря, ну, я сразу же разочаровался, как так? Ну, тот период, когда для нас стал известен Солженицын в полной мере для всех, да? Тот период, когда мы прочитали Варлама Шаламова, да? Когда мы узнали, что такое КГБ, наконец-то, сполна, когда нам открыли глаза, и в этот период преемником назначают человека из КГБ. Да, он потом, вот самое первое мнение, как говорят, оно правильное. Потом наступает воздействие человека, который тебе внушает, ну, вот я такой, я хороший. Да, а потом пошло уже, вплоть до того, что в одно время были разговоры, есть такое интервью, где Путин говорит, что мы можем в НАТО вступить. Это типа вполне нормально, это наши партнеры. Хотел даже в НАТО вступить. Вот. Это была пропаганда, это была тактика дезинформации. И постепенно, ну, для них главное было, да, они поняли, наверное, мне кажется, поняли, что крах идеологии произошел, и как бы поднять это невозможно, а сила еще есть. Для них действительно коммунисты представляли большую опасность, ну, как бы возвращение обратно. Это же вполне реальная была угроза для них, для новых капиталистов. И поэтому делали все, пошли на дезинформацию, на как фальсификации на выборах. И постепенно политика оттачивалась
и методы пришли к современным, к современному дню. То, что сейчас происходит, это все закономерно, это цепочка одна и та же. Вот ваше отношение к Навальному и Ходорковскому, ну давайте тогда вот так вот. Я могу рассказать о другом. В 2000-х годах меня попросили снять Путина. Прямо Путину попросили снять? Ну да, ну как, не я один, а там целый пул журналистов встречает. А это как раз война, видимо, в Чечне, там меры предосторожности. И 1990 какие-то года? Какой-то, я точно не помню, но не, да. А это в городе Уфа надо было снимать? В Уфу прилетает Путин. Он еще не был президентом? Нет, уже президент, да. Ну это тогда в 2000 каких-то годах, потому что да. Он уже президент, и Рахимов, его команда с утра раннего ждут в аэропорту. Все журналисты уже устали. Там толпа журналистов, все вот абсолютно журналисты всех изданий, наверное, республики. И они в вип-зале сидят, их, в вип-зал поместили в итоге, и все настолько расслабленные, все. А к окнам подходить запрещено. Там жалюзи закрыли, такие условия. Это уже вот то, что сейчас там было сконцентрировано вот в этой встрече. Я сейчас могу это анализировать, сказать, что изменений никаких не произошло в психике, в сознании этих людей. То, что сейчас, это уже было готово тогда. Потому что нам запретили подходить к окнам, нельзя смотреть, мы не знаем, во сколько кто прилетит, целый день его ждем. Это вообще болезнь, да, нашего президента. Ждать, он заставляет Папу Римского, всех абсолютно, да? Быть поздно. Да. Прилетают какие-то самолеты, все, даже Рахимов, все думают, что, наверное, вот он прилетел, и не объявляется. Ну, это какие-то секретные самолеты, спецслужбы, видимо, прилетают. Там расставляются снайперы, я сам их видел, расходятся снайперы, и нам категорически к окнам запрещают подходить. Вот когда он приезжал сюда несколько лет назад, я видел снайперов на Закивалиде раз, и по реке Белой несколько катеров прямо остановились в центре реки и тоже стояли. Так я вот, так понял, это ФСО. Нам, журналистам, запрещают, получается, подойти к окну, потому что снайпер будет работать. Вот. И потом какой-то определенный момент, в общем, опять нет, неизвестно, и с нами уже и Рахимов, и его свита все ждут, все устали, в полном неведении, целый день ждать. Вечером, когда стемнело. А мы с утра, то ли с 7 утра это ждали там. Вечером, когда стемнело, трап, самолет, и нас с камерами, только те, кто с камерами, не те, кто вопросы задают с микрофонами, а те, кто с камерами, вывели поле огромное, да, летное поле, самолет один стоит, там где-то вдалеке какие-то, спецслужбы там, и рядом тоже, и вот одно звено, вот эти как демонстрации огораживали же, железная решетка такая в огромном поле, вот, и нас вот скомкали вот кучу журналистов именно около этой железки, вплотную друг к другу, а фоном огромное пространство пустые. Понимаете, спецслужбы рулят всем абсолютно. Потому что вот эта тактика, методика, она сейчас перешла, во все сферы. Ограничить во всем, всех зажать, всем все запретить. Это уже тогда было все. Все ясно. Ну и мы записали, что он там говорил в темноте. Я на кинокамеру снимал. Это, наверное, последние кадры на кинопленку Путина. Потому что в это время уже все, переход на цифру пошел. Это даже немножко смешно, потому что ему самому было выгоднее, чтобы с разных точек зрения его снимали. Не с одной позиции, а с разных точек зрения. Ну понятно. А вас всех в одно место засунули? Как вот это вот место, вот всех столпили, человек 10, наверное, все с камерами стоим, с одной точки снимаем. С одной точки, ясно, интересно. Ваше отношение к Навальному и Ходорковскому? К Навальному я вначале относился недоверчиво, отрицательно. Это период русских маршей, там, когда он там что-то говорит. А потом
Ну, то, как он проводил расследование, какой труд это действительно, да, как это все технически поставлено, там, меня, конечно, удивляет. И то, какие он темы берет, как он это храбро за это берется, он огромную работу провел. Первых лиц это вывести на чистую воду, вот так, да, это, конечно, титанический труд. Ну и то, что он вот героем в фильмах, там, произведениях делают не слова, А поступки? а поступки. Он совершает поступки. И вот этот последний его приезд, это, конечно, поступок, который, ну, очень многих пессимистов, или как там, кто его недолюбливал, не доверял или очень нейтрально к нему относился, он, наверное, на свою сторону этим самым поступком склонил, как политический лидер. Многие его видят сейчас это врагом номер один Путина, врагом номер один, ну, оппонентом, так скажем. А раз так, то значит это уже на выборах, на голосованиях, там уже многие действительно задумываются, а зачем я, как раньше, голосую за Единую Россию? За Медведева этого, там, за Путина. Зачем? Вот я вижу несправедливость. Человек, который геройски это поступил, не испугался, который не прячется за бронежилетом, который не прячется за бронестеклом автомобиля, там, да, ну, такой герой, и зачем я против него? Человек, которого хотели отравить веществом новичок. Да, тем более. И который еще после этого выжил. Конечно, это, ну, это такую ему легенду, ауру, образ создали, конечно. Ну, это, вот. А Ходорковский, ну, опять же, это же вначале бизнесмен, значит, да, а потом у него что-то пошло. Комсомолец, вначале комсомолец, Наверное, да, потом бизнесмен. Вот всего не знаю, да. Тогда он хорошо вписывался, а потом он свою игру начал, да, и он уже ушел. Тогда я, наверное, к нему как-то, ну, холодно относился, не особо так с симпатиями, так. А сейчас он диссидент, сейчас он задумывается, думает, мыслит. Все-таки он 10 лет сидел в тюрьме. А? Он 10 лет сидел Да, в тюрьме. 10 лет рукавицы шил. Вот. Естественно, он наработал опять имидж страдальца, мученика. И поэтому, ну, и он сейчас мыслит, мне кажется, я не знаю, иначе, не иначе, но, кстати, я видел его последнее заявление. МБХ-медиа, то есть Открытая Россия спонсирует МБХ-медиа там и прочее, прочее. Ройзман он спонсировал, по-моему. Да, наверное. Аня пытался спонсировать, я не помню, Ройзман согласился или нет. Сейчас же он сказал, что если вы вот так вот всю оппозицию зажимаете, то ждите подпольных этих, как он сам сказал, ну, действий. Оппозиция переходит на подпольный уровень. Это прозвучало вообще как предупреждение, как угроза. Я боюсь, сейчас за ним охотиться начнут опять спецслужбы. Ну, я думаю, что он... Ну да, мы не знаем этого, насколько он там перестраховался. Я думаю, там, он в безопасности находится. Как в безопасности, да. как у него. Но в то же время Скрипали тоже, там же тоже безопасность была, отвечали люди за это. Но... Вот смотрите, если сравнить Навального и Ходорковского, вот мне лично кажется, Ходорковский более системный товарищ. То есть как бы он Навальный более геройский такой, как бы, да, и более популярный, может быть, а Ходорковский более системный. То есть потому что вот там, ну как бы в свое время у него было очень много депутатов в Госдуме купленных, много разных политических партий. Ну, наверное, у него организаторские способности другого уровня, наверное. Да, такого хорошего плана. Да, а Навальный, он, наверное, это как вот герой на коне такой, который шашкой там бросается. Наверное. Я, честно говоря, пытался в эти дни тоже, много было претензий у части либеральной общественности к Навальному, да, типа нельзя его воспринимать, подпускать его
как бы допускать, что он хороший, он же там на русских маршах участвовал, он же там про Крым что-то сказал. И когда начинаешь разбираться по поводу, ну, допустим, когда говорят, что он же с националистами это был связан. А так потом говоришь, подождите, стоп, а вот вы сами разве не националист? Вы же тоже позиционируете себя как националисты. Вот вы приехали защищать Куштау, да? Вот вы кто? Движение Башкорт, допустим, да? Вы кто? Интернационалисты? А? Ну, я так не Нет, вижу, вот не если бы я им задал такой ну, вопрос, понятно, да. они бы сказали, нет, мы патриоты своей родины, так ведь так. Ну, и сказали, что националист это не нацист. Правильно же? Да, Да, не надо путать эти понятия. Вот то же самое там. Как бы, если зачем мы забываем про двойные стандарты, там, или тройные, или четверные, да? Ну, если Навальный пошел туда на марш этих националистов, то это одно. Если он пошел на марш нацистов, это другое. Если он пошел на марш имперских шовинистов, это третье. Вот как бы, мне кажется, надо уже детально разбираться. То же самое со словами про Крым, там, бутерброд, ему это ставят же в упрек. Чемодан без ручки. Про чемодан без ручки, по-моему, или про бутерброд там? Нет, вот именно говорят, что он сказал, там, это же Крым, это не бутерброд, который там, да, надо возвращать, там, не возвращать. Я просто не помню. Да, я тоже думал, а в чем его упрекать-то? Там ничего не понятно, ну, там, как бы, то, что вопрос долгий, ну, я попытался себе понять, что он имел в виду. Я понял так, что это вопрос долгий, что это так быстро не решается. Вот все, что он хотел сказать. Да, я в свое время тоже следил за ними, я вспомнил. По Навальному у меня по данному вопросу ни нашим, ни вашим, как бы у него был ответ. Да. То есть такой, ну, для политика правильный ответ. Да потому что, еще потому что в то время начали осуждать это. Если ты скажешь, что Крым украинский, то здесь ты получишь статью. Если ты скажешь, что Крым русский, ты получишь статью в Украине. Ну, это тот самый период. Вообще, ему как политику нужно же быть популярным среди российского населения. Ну да. А, соответственно, он не может что-то там сказать другое, например. Но не все же российское население ценит не все, мнение, что Крым надо было забирать таким способом. Да, и тем более он является русским либеральным националистом, как бы, ну, с другой стороны. Вот. Ну, понятно, хорошо, давайте на эту тему дальше не будем, в принципе, понятно. Вот ваше отношение к федерализму, то есть я думаю, как бы тут очевидно, но все равно вот я хочу задать этот вопрос, как вы относитесь к федерализму? Есть ли у нас сейчас федерализм? Путин уменьшил федерализм, уничтожил его, не уничтожил и прочее. Вот что вы считаете про федерализм? Ну, поищем образы. Образы такие косвенные, но они все равно прямо выражают. Я отвечаю на вопрос. Если бы был истинный федерализм, ну, такой, как, например, там, в Америке федерализм, нет? Ну, конфедерация, может быть. Соединенные Штаты Америки. Евросоюз, ну, в Германии. В Германии федерализм, там разные отдельные земли. Да. Ну, это моя точка зрения. Вот представляем себе ситуацию, какой-то округ, штат, в котором Министерство внутренних дел называется по округу Галли. Или Министерство там, службы безопасности по там, Мюнхену. Ну, даже в названиях для кого-то же это имеет такой важный смысл поменять название Министерства внутренних дел Республики Башкортостан на Министерство Республики по Республике Башкортостан. Вот. А Министерство культуры Республики Башкортостан, оно остается. Это вот не просто трата денег, это такой вот смысл, тайный знак, послание всем остальным, не тайно даже, а вот чтобы все поняли, вот для нас вот это важно, а вот это для нас не важно. Министерство культуры по Республике Башкортостан нет такого названия. Вот
вот даже на таких деталях можно увидеть, что федерализм остается на бумаге, а не в действии. Потом, хотя бы потому, что все сконцентрировано опять в Москве. Вот, ну, все бюджеты, там, деньги, там огромное количество крови, экономики, оно находится там, где особо-то и предприятий-то нету таких вот, ну, ключевых. А налоги там, а вот все, что, как сказать, работает, много гадости при этом вырабатывает, и надо все это как-то утилизировать, и это все находится на периферии, где налоги не остаются, а все очень централизовано, и это никак не похоже на, ну, не соответствует принципам федерализма. Ну, вы как человек, который связан с кино, наверное, знаете фильм «Голодные игры». Не смотрел. Напомните. «Голодные игры», ну, это в кинотеатрах раньше показывали, несколько серий, там, в общем, была некая метрополия и некие районы, там, в которых как колонии они жили. И вот каждый момент времени с каждой колонии выбирали там одного-нескольких человек, которые друг друга убивали, воевали. Нет, не видел. И потом, кто выживет, соответственно, там что-то им дарили. Ну вот, в общем, голодные игры поэтому называются. То есть, как бы, есть метрополия сытая, а есть такие колонии голодные. Ну ладно, вот, окей. То есть, и тут есть такая небольшая аналогия вот ситуации, которая у нас сейчас с федерализмом, там, с финансами, с межбюджетными отношениями. Даже по звучанию, я вот о символах. Сейчас вот мало говорят Российская Федерация. Ну, как мало говорят Республика Башкортостан. Говорят, регион, говорят, да. Да, край, там уже все, губерния, вот подносят это, да. Но вот у них через это выскакивает в выборе слов, в словарном запасе. Я вам более того скажу, я когда был в Москве, жил там какое-то время назад, по-моему, 16-й или 15-й или 17-й год, я не помню какой, или 18-й, значит, приезжал режиссер с фильмом «Бабич». Вот, да? Булат Юсупов. Булат Юсупов. И, ну, то есть, как бы там кинотеатр, там собралось достаточно много людей, и выступала одна депутатша местная. Как бы, да? И вот что он там говорил? Он сказал: «Великая Россия, тра-ля-ля, туда-сюда». И она вот эти слова говорила в честь фильма «Бабич». Да, то есть, как бы, там у нее не звучало Башкортостан, там, то есть, Великая Россия, ла-ла-ла, то есть, это была Зугура Рахматуллина. Вот. Для нас это действительно больная тема. Подождите, я извиняюсь, что перебиваю. А потом, соответственно, я наблюдал за всякими представителями башкирского этноса и слышал от них такие высказывания, как «российская нация». Вот, там, ну, то есть, как бы, вот такого плана, да, и я понимал, что, ну, если они такое произносят, до этого никто не произносил, значит, им сверху это сказали так произносить, они там какие-то общественники, то-сюда, а кто им сверху скажет, понятно, кто им сверху скажет, и с какой целью они это произносят, там, и прочее, прочее. То есть, как бы, и тогда совершенно очевидным становится, откуда все это ведет, откуда дует ветер, кто хочет уничтожить там башкирскую идентичность, татарскую идентичность, там еще какие-то другие идентичности, да, и какую идентичность они хотят внедрить и прочее, и что они хотят сделать с нашими республиками, как они хотят их уничтожить и прочее, да. Вот как бы все очевидно. Вот поэтому из этого вытекает следующий вопрос. Что для вас Родина? Россия или Башкортостан? Да? Вам подходит такая формула? Башкортостан — это моя Родина, Россия — это большая, возможно, вынужденная Родина. Ну, либо вы можете предложить какую-то свою формулу. Вот. Ну, для меня Родина — это земля вообще. Вся земля — это... Почему она не может быть не Родиной? Планета Земля. Я везде хочу побывать и везде чувствовать себя как дома. Планета Земля, да, для вас Родина? Для меня Земля с большой буквы, как планета, да. Здесь я хочу жить, и здесь хочу, чтобы меня похоронили. Почему? Потому что, конечно, привык очень к этим ландшафтам, это родные земли, это все друзья, все время, все образы связаны с этими, с жизнью. Они все здесь. Куда бы я ни поехал, я бы не сказал, что
хочу, чтобы меня похоронили в Исландии, потому что я исландец. Нет, я исландец, который хочу быть похоронен в Башкортостане, да? Интересно. Потому что мои родители здесь, да, там все, вот. А родины, ну, опять же, сейчас же такой момент трансформации, когда вот какой-нибудь Дугин свои идеи проецирует, и на это находятся средства и влияние оказывается на наших ученых, которые идею евразийства пытаются нам как такую, ну, как направление придать. Что бы ни случилось Я извиняюсь, что прибываю. с любыми странами, да, опять же, если вспомнить, опять же, того же Освальда Шпенглера, да, его теорию крушения империй, неизбежность этого, ну, глупо утверждать, что нет, развал Советского Союза — это величайшая геополитическая катастрофа. Ну, катастрофа, но это же неизбежность, это более того, закономерность. Невозможно удержать не развивающуюся, деградирующуюся страну, территорию, как бы мы ни хотели, какие бы мы клятвы не давали на плацу, целуя красное знамя, с оружием, с автоматом в руках. Однако при развале никто свою клятву не соблюдал. Все эти офицеры с их честью, все эти... вот. Я к тому, что это неизбежность. Как бы мы ни хотели, чтобы это... исторические процессы, они не стоят. Поэтому надо быть готовым к развитию любых ситуаций, быть умнее, быть прозорливее, да? Не надеяться на Бога, не надеяться. На Бога надейся, а сам не плашай. Да. Я понял. Слушайте, ну интересно, это у нас была вторая часть, мы 2 часа, по-моему, говорили во второй части, да, даже больше, поэтому сейчас у нас будет третья часть, потому что у нас есть еще вопросы. Спасибо большое.